Около 200 населенных пунктов Якутии будут охвачены оптоволоконной и спутниковой связью. Об этом сообщили в Министерстве связи республики при подведении итогов. К сожалению, на сегодняшний день во многих районах сотовая связь и интернет не отвечают заявленному качеству. Минсвязи обещает уже к концу следующего года эту проблему решить. Георгий Сергеев продолжит. Качество приема и передачи для абонентов, звонков очень плохое. Зачем я вообще таскаю сотовый телефон? Для чего? Связи нет абсолютно никакой. Такая ситуация сегодня практически во всех районах Якутии, кроме крупных городов и некоторых заречных районов. Недавно запустили оптоволоконную линию в Чурапче и Амге. По всей Амге будем строить оптическую линию связи. Это джипон, это оптика в каждый дом. То есть у каждого жителя Амги будет возможность подключения к услугам интернет через оптику. Благодаря подписанным соглашениям в начале года, как обещает министр, связь улучшится в Вилюйской и Авартических группах районов. Подписание соглашения главы нашей республики, министра связи и массовых коммуникаций и Ростелекома – это проект устранения цифрового неравенства. Это очень глобальный проект, который затрагивает более 300 населенных пунктов нашей республики, в которых должна улучшиться спутниковая связь в десятки раз, и более чем 200 населенных пунктов будут обеспечены оптоволоконной связью за счет средств Ростелекома. Арктическую зону уже покрыли связью спутники «Газпрома». При этом операторы связи будут его использовать в качестве дополнительного ресурса, и тем самым качество связи должно улучшиться. Министерство также охватывает и социальные сферы. Например, электронная очередь в медучреждениях, школьные дневники, дистанционное обучение и так далее. Таким образом, в течение 3 лет необъятная Якутия будет охвачена качественной связью, и населению в полной мере будут доступны электронные услуги. Георгий Сергеев, Василий Соловьев, НВК «Саха», Якутск.